Там все, собственно, как в тюрьме, да. Я зашел, там уже сидел Саша. Ну, каких-то сигналов он мне не подавал, да, что вот там что-то с ним делают не так и так далее. Мгм. А просит книги, фантастику Мгм. Мгм. и историческую что-нибудь. Какие-то рваные рукава, у этой вот рубашки, или как это назвать, я даже не знаю. Ну, как врач мне говорит, не знаю, насколько он искренний был, заберите его отсюда. Заберите его отсюда. Дальше у нас есть там мысли по поводу привлечения еще специалистов, психиатров. Сейчас будем думать, процедурно выглядит. Вот к этим переосвидетельствованиям как-то что-то, ну, какие-то такие вещи. Ну и, соответственно, там сейчас у нас есть, я не могу, не мои, ну, не я их, эти мероприятия в целом организовываю, но я попросился, и меня в том числе пригласили. Будут ряд мероприятий скоро, будут анонсы там через неделю. Вот это все время, помимо кассации, вот этих всех этих вещей, будем активно работать со СМИ и с дипломатами. Вот. Пока не буду все там раскрывать, прям по мере возникновения этих вот дел, да, ну, в смысле, когда это все будет реализовываться. Сегодня мы для этого все, что нужно было, сделали с Сашей. Сейчас будут определенные делаться шаги, предприниматься разными людьми, разными организациями, которые будут помогать. Вот буквально недели-две ближайшие будет эта информация. Сразу, Мгм. конечно, первым делом об этом расскажу. Мгм. Интерес Хорошо. есть по-прежнему. Я никого не просил сегодня, потому что я в этом зоопарке в какой-то это был сразу после больницы. Мне там надо было покидать эту гостиницу, я был в другом конце города, надо было ехать, уже машина там и все остальное. Я выложил в Мгм. канал, и видите, что там в канале произошло, как все разошлось. Александр Плющев прямо на контроле держит, сразу у себя разместил, а дальше уже пошло новая газета, сразу выхватила прямо с канала с моего, да, и сама написала. Ну, а потом я уже Мгм. дальше пошел. Ну, в общем, традиционно, кто за нами следит, за делом, они Мгм. все сработали. Дальше сейчас посмотрю, кто еще из блогеров, из всех растаскивал сейчас эту новость. Ну, потому что 10 тысяч просмотров в Телеграме, это говорит о том, что, значит, пошло по каналам по-разному. Будем смотреть, Мгм. как это все расходится. Ну, и это очень важно понять, кто нас поддерживает, кто из СМИ нам помогает, да, в освещении. А вот когда Алексей будет, примерно, вот в 9 кассационном рассмотрении? Сложно сказать, надеемся, ноябрь-декабрь. Но там Мгм. всякое может быть. Ну, вот как прошлая кассация была, помните, вот на Мгм. госпитализацию. Жалоба ушла, по-моему, в конце апреля, если я не Мгм. ошибаюсь. А рассмотрение было 21 июля. То есть где-то от месяца до двух надо ожидать. Мгм. А там посмотрим. Будет какая-то там команда быстрее-быстрее, да, закончить с делом. Ну, значит, быстро, значит, нет. Ну, значит, так. Посмотрим. М. Аргументы мы собрали к этой кассации. Будем с этими аргументами работать. Они у нас прежние. Первое. Мгм. Он не опасен, не представляет общественной опасности. Второе. Неправильно квалифицировали его действия. Как минимум в связи с тем, что вреда здоровью не было, как максимум, что вообще, а, ну, грубо говоря, это проникновение было незаконно, да, в его дом, и, соответственно, Мгм. все его действия законны. То есть мы будем по-прежнему этой версии придерживаться, а там уже дальше смотреть, как суду на все это укажем. Укажем и на отказы в экспертизах, и на то, как себя вел первый суд Горохов, Якутский городской суд, когда не дали даже к прениям, даже 30 минут к Мгм. прениям подготовиться защите. Да-да-да. Все Мгм. эти моменты мы в жалобе у нас уже они сейчас расписаны, сейчас мы ее выверяем, думаем, что к концу недели все-таки она уедет в суд. Ну, как-то сегодня немного, как говорится, отлегло. Ну и вот это, как новая газета написала, процитировала меня, это вот да.
Мы когда встали уже, мы с врачом оставались, потом его уводили, обнялись, и он сказал, вот это вот, ну, наше вот это объятие, типа, это вот как всем людям, кто меня поддерживает, кто обо мне беспокоится и так далее. Я его старался заразить, как говорится, позитивом, да, с одной стороны, чтобы не обнадеживать его, чтобы он как-то, ну, настраивался, да, на то, что, ну, попасть туда быстро можно, в эту всю историю, а вот выкарабкаться из нее потом, ну, сложнее и дольше. Вот, сказал, что мы тут все рядом, что прикроем по всем моментам, да, и по ссылкам, по книгам, еще чему-то, да, юридически будем работу вести, внимание общественности привлекать, СМИ. А ты вот сам тоже настраивайся, чтобы как-то вот в этих условиях выжить и выйти из этого всего. Без потерь, с минимальными потерями, так скажем. Хотя самое главное потеря – это время. А так он вообще приветы кому-то передавал? Кем? Да? Смотрите, когда я перечислял вот всех, я список там составил где-то, наверное, имен 20. Он тоже сказал всем привет, я про собаку ему сказал, он хочет. Ну, типа вот, ну хорошо, собака, все. Там Алексей, вот а когда сейчас будет вот следующая комиссия, от которой он отказался? А вот я говорил, в конце января. Нет, вот от которой он не знал, которая должна проверить условия его проживания. Вы про это? Общественная комиссия, да? Вот я вот сейчас они мне написали, спрашивали, как я сходил, а я им не написал. Ну, они на этой неделе к нему приедут. Вот, я их сегодня попытался, ну, чтобы мы с ними вместе приехали, я пройду, и они пойдут. Но у них там что-то не получилось. Пока не знаю, но я думаю, что в пределах 2-3 дней они у него окажутся. Я его предупредил, я говорю, общайся с ними, нормально. А вот что-то больничным, кстати говоря, как-то вот они, ой, а зачем мой НК, вот это все. А вот раз вот так, значит, да, значит, пусть вот приедут. Вот, и все. Ничего, все со временем привыкнут, и ОНК будет приезжать, и они свыкнутся все, что за ним присмотр есть. Так-то они редко туда попадают. А так вот сейчас будут почаще. Поэтому сейчас я с ними договорюсь, я сегодня отпишусь где-нибудь, как мы с ними определились, когда они придут, на какой день. Я по дню сориентирую, и они мне потом сообщат, как они сходили, и я это все тоже расскажу. Выложу все эти результаты этого похода их и так далее. Вот. Так, а вот эти члены вот этой общественной комиссии, они из каких вот? Смотрите, в разных регионах все по-разному. В некоторых регионах ОНК очень близка со всеми СИНами, да, и так далее. Вот по-разному бывает. По поводу этих Новосибирского ОНК. Мне их рекомендовали одни очень уважаемые члены ОНК. Не буду говорить там какой. Мне дали их контакт. Они общаются. Сказали, что это вот мы на одной волне разговариваем с ними. Что это, который надо, нормальная ОНК. Очень много есть регионов, где ОНК вот так вот в клубке в одном с этим СИНом. Там даже чуть ли не бывшие сотрудники есть. Здесь мне их рекомендовали как надежных. В разговоре тоже довольно так благоприятное впечатление. Поэтому посмотрим. Ну и вот я говорю, вот это какая-то вот реакция вот такая, она неявная какая-то такая была, но тем не менее она была какая-то не очень, вот что вот ОНК еще. Мы там переживаем коронавирус, вот за это. Но, кстати говоря, тут отчасти, может, и стоит. Вот с врачом разговаривал, он говорит, я и сам в прошлом году здесь заразился, переболел довольно тяжело, и, говорит, вообще еле-еле, говорит, ситуацию удержали, чтобы не полыхнуло. А сейчас-то ведь вообще там рост такой
убийственные вот этих вот заболеваемости, вот этого. Отчасти, наверное, стоит, как бы, в их, в понимании, да, положение входить. Но, тем не менее, извините, жизнь не остановилась. И как мы видим, что там творилось в Саратове и так далее, да, вот нефиг, как говорится, маскироваться под этот коронавирус. Все равно ваши ограничения, мы их принимаем, да, приходим в маске, посылки, вы говорите, отправлять вместо передачи, посылки отправляем, тратим лишние деньги на это, почту кормим. Сказали, тащи либо тест, либо сертификат вакцинации, либо справку о том, что переболел. Я специально справку эту справил, вот это все, да. Мы чисты, мы как бы эти все требования, которые они там ограничивают, выполняем. Соответственно, извините, все остальное пускай за вами тоже приглядывают, я так считаю. Поэтому УНК в ближайшие дни там будет. Я им сейчас должен подтвердить, был в дороге, не смог, должен подтвердить, что он согласовано с ним этот визит. Все. Еще можно вопрос? Вот хотелось, я понимаю, что там, наверное, не разрешают, вы просто хотя бы скажите вслух вот пару слов, что, почему не получается там было его хотя бы на фото снять или там на видео, еще что-то, то есть по какой причине вот этот момент? Да. Там как в СИЗО, да, приходишь, вот эта вот проходная, там, сейчас скажу, одна дверь, вторая, третья, по-моему, 4 нет, 5 или 6 дверей. Вот в одном из них такой аквариум, сидит девушка с пропусками с этими, и ты сдаешь, естественно, выключаешь, сдаешь ей. Все, телефон, почему-то попросили наушники сдать, потому что не поняли, что они из себя представляют. Они такие еще в прозрачном таком футляре, побоялись. И даже ключ от машины я сдал. Это система, которая подразумевает то, что все средства связи и фиксации любой сдаются при прохождении КПП. Либо то есть даже фотоаппарат тоже нельзя было бы пронести, нет, правильно? Нет, ничего. Это как вот в СИЗО. Спросите у любого, кто ходит в СИЗО, вот такая же история. Потому что там в том числе есть прямой запрет. Вот, кстати, чем они отличаются от пациентов обычной больницы, да, психиатрической, это прямой запрет на передачу им средств связи. И вот для того, чтобы этот прямой запрет реализовывался, вот так. Ну и плюс в их понимании лишняя передача информации, каких-то там, могу видео ему какую-то показать, и видео с ним записать, да, допустим, и куда-то выложить. Это все якобы вот влияет на эффективность лечения. Нельзя. Там больница Минздравовская, но ее охраняет, так и называется, отдел охраны Новосибирской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением УФСИН по Новосибирской области. То есть охраняет ФСИН. Все порядки и, соответственно, весь режим ФСИНовский. Сидим на свидании. Там у нас, и почему-то меня удивило, что нас не за стеклом посадили. Мы сидели рядом. Сидим на свидании, у нас рядом санитар и ФСИНовец в погонах. И вокруг куча ФСИНовцев, которые за дверью стоят, да, и там все на рации, на связи, провожают, встречают. Если в обычной больнице это санитары, то там санитар плюс ФСИН. Так положено. Смотрите, такой еще вопрос тоже в чате был. Интересовались, когда примерно, может, вы точно знаете, в следующий раз, вы думаете с ним еще встречаться там, и имеет ли смысл, вообще вот, то есть про это вопрос. Недели 2 недели где-то. Примерно, да. Все, спасибо большое. Спасибо. У меня накопится что-то по работе, да, к нему. И, соответственно, вообще, чтобы он чувствовал и видел, что приглядывают, как говорится, что к нему ходят, о нем беспокоятся. Я рассказал всю историю с сентября 2019 года, когда его задержали первый раз, по текущий момент,
и про вот эти все моменты с задержаниями, с доставлением в больницу в мае 2020 года, с 27 января в красках описал, как это все сравнивал, с чем сравнивал Максим Шевченко. Врач оказался, что знает его, ну, слышал о нем, что Максим Шевченко сравнивал это с контртеррористической операцией где-то на Кавказе. То, как его брали и все остальное. Вот я еще вспомнил о чем. То есть я всю картину по этому делу, в хронологии я ему расписал, как все было и как это все той стороной доказывалось, что мы в ответ приводили, вплоть до, рассказал ему, вплоть до того, как они эту всю, как они во двор заходили 27 января, как врача инструктировали, а не наоборот, да, врач их вызвал. Все в таких деталях мелких. Вот тут такие два момента еще важных. То есть вы это сказали, вот я считаю, так как Александр, он такой человек чувствительный очень, в хорошем смысле. И вот соседство, вы сказали, Да, что вы попросили понял тебя. про соседство. Вот, то есть вы сказали, через несколько дней его уже выпишут в общую палату, где 3-4 человека, да? Да, да. Вот, и попросили, чтобы соседство было, ну, с наиболее такими нормальными людьми. Но не с по мере такими, возможности. которые могут быть агрессивны, не с теми, кто за какие-то очень уж тяжкие, да, деяния там находится. Но врач так, говорит, будем думать. Ну, без всяких гарантий, ну, говорит, наверное, вот я думал, там, хотел его с одним мужчиной, которому скоро выписываться пожилым. Там, я так понял, еще у них градации вот с молодыми, ну, я так понял, на молодых не так сильно действуют препараты, да, и они расторможенные. Ну, то есть вот не нарваться важно на кого-то, кто агрессивен, возбудим, подвижен, излишний и так далее. Что получится из этого, не знаю. Не будем сейчас сильно, да, там зарекаться, а то сейчас... Ну, по крайней мере, через какое-то время, либо по телефону там можно будет узнать, либо когда... Сначала по телефону, а потом, почему я говорю, что нужно появляться там раз в 2 недели хотя бы, а потом уже лично узнать, кто, что, с кем, почему. И вот еще, Алексей, такой вопрос задали в чате, ну, мне он показался очень интересным и важным. Как вообще, вот, в принципе, вот эти врачи объясняют, как его поведение должно измениться, чтобы экспертиза приняла, ну, допустим, та же в январе, которая будет, то есть по каким признакам они это вообще, ну, то есть об этом вообще как-то обсуждается, говорится со стороны Так, мы врачей. краем прошлись по этому. То есть, ну, я так понимаю, в их понимании, как они говорят, им нужно увидеть гарантированно, что у человека нет возбуждаемости от каких-то внешних факторов, от окружения. Ну, то есть вот внешний фактор в его случае, сами знаете какой, да? Ну, то есть ради чего поход затевался. Вот нам надо, ну, короче, вкратце, им нужно убедиться в том, что он, ну, так, что наверное, он не если пойдет грубо, больше в поход или вывод. что? Да, примерно так, правильно вот вывод такой. Потому что, и что он не будет либо эту идею у себя внутри продуцировать, да, вот, ну, продолжать ее как-то развивать, и что он не будет, как говорится, подвергаться и идти, быть ведомым там от воздействий, да, каких-то внешних сил, от каких-то лиц, которые могут его к этому провоцировать, к этому походу и так далее. На что я сказал, что его сложно на самом деле к чему-то провоцировать. Он сам себе это умеет в этом плане. Да. А вот можно вот в связи с этим такой уже прям самый вопрос в корень получается, если эту цепочку продолжить. А сам вот шаман наш Александр, он, я думаю, понимает же это сам,
что его держат как бы вот из-за этого, и он сам как к этому относится? Вы с ним об этом не говорили? И вообще, в принципе, по предыдущим встречам, может быть, не в этой встрече, он вообще сам как? Вот я помню, его письмо было, когда еще он там был, в ЕРСПНД. Он такую фразу сказал, я помню, я как бы сразу всем стал говорить об этом тоже, что он сказал такую фразу, что для меня главное сейчас это свобода. Помните, да, вот это вот он говорил? Вот, как он вообще сам вот здесь вот его настрой? Ну, Может смотрите, быть, не по этой встрече, а в естественно, целом? он о свободе, ну вот сейчас, он ее хочет сильно. И это я, знаете, с чего я вот говорил, да, что мы обсуждали дальнейшее прохождение судов наших, ну, кассация, Верховный суд, да, вот это вот все. И он, какая-то тень такая, ну, промелькнула надежды. То есть, что говорит? В Верховном суде Якутии это было еще не последнее, ну, в смысле, не завершающее. Я говорю, это был решающий момент, потому что с этого момента вступило в силу, да, постановление о лечении. Но это еще не конец. Он оживился от этого. Это было. И он хочет свободу. В нем, я говорю, я уж не знаю, почему и как, да, то есть будем, как говорится, наблюдать. Но у него трезвый ум, да, там ясный ум, да, и он четко различает, что такое свобода, что такое не свобода. И он, ну, я еще раз говорю, для него это желанно. Стимул он к этому у него есть. Я говорю, единственное, ему сказал, что не надо вот как вот, он понимающе кивнул, кстати. Я говорю, не надо вот на эти вот пустые надежды, да, вот, которые были в июле, в конце июля, вот, чтобы не было какого-то такого. Я хотела спросить насчет вот питания, как у них там Ну, он сказал, что все нормально, вкратце. все нормально, да? Вот, ну, у него претензий, как он сказал, нет. Ну, слушайте, здесь он, я думаю, что, в общем, довольно скромно всегда жил, поэтому, А наверное, он не просил что-то вот именно вот из еды, что-то вот он. я его расспрашивал, говорю, что-то, говорю, какое-то особенное там. Ну, как-то, ну, знаете, видимо, ему это объясняли, что там в основном какие-то вот эти вот всякие сладости и прочие, снеки и прочее. Ну, короче, у него вот этот пункта на этом не было. Я говорю, что там нужно? Ну, говорит, вот, отправляйте посылки. Ну, что отправляйте, отправляйте. Я сегодня эльфу объяснил, что, говорю, будем покупать только хорошие продукты. У нас же ведь все уже разделилось, да? Для бедных и для богатых еда. Вот, будем стараться второе. Ну, из того списка, что можно. Если шоколад, то это будет шоколад, там, ну, грубо, за 200 рублей, да, а не за 50. Потому что то уже не шоколад, а непонятно что. Ну, то есть как-то вот так. Будем вот здесь ему держать. Он каких-то особых пожеланий по идее не выказывал. Ну и, ну, сами понимаете, вы видели все списки. Что там пожелаешь особо, да? Не такие печенья, а такие. Вот. Сейчас я говорю, попробуем ему сыр протолкнуть туда. Швейцарский нормальный такой кусочек, посмотрим, протащит, нет. Потому что его и в разрешенных нет, и в запрещенных нет. Значит, попробуем. Что не запрещено, то разрешено, да? Ну, так это не работает, я думаю, у них. Но Ну, посмотрим. если в списках запрещено, нету. Ну, у них это не... Ну, короче, в списке запрещенного нет, да. Молоко там есть с кефиром, а этого нет. В общем, я так в целом спокоен в плане там бытовом, да, что все, посылки там все будет, все нормально. Я его спросил, что там из предметов гигиены нужно. Сказал, ничего не нужно, все есть. Но я ему сказал, что я ему отправил, я ему там кое-что отправил. Ну, будет, все хорошо.